при осуществлении полномочий главы самоуправления города Чебоксары уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, не допускать какие-либо ограничения прав граждан по политическим убеждениям, расовой и национальной принадлежности, социальному происхождению и полу. С честью выполнять высокие обязанности, возложенные на меня народом. Глава самоуправления Анатолий Гумнов. Человек-легенда, который бесконечно любил небо, который безумно любил свой родной город, в котором он вырос, где прошло его очень непростое послевоенное детство, и куда он вернулся и стал первым всенародно избранным мэром города Чебоксары. Такой настоящий русский мужик, который готов, зная свою правду, свою веру, цель, которую он обозначил и понял для себя как необходимую для того, чтобы ее исполнить, он будет биться за нее, работать за нее, будет служить этой цели. Личность Анатолия Александровича, она легендарна. Без ее роли просто невозможно было бы становление Чебоксаров именно в том виде, который он сейчас существует. Анатолий Александрович Игумнов, почетный гражданин Чебоксар, военный летчик, полковник. С 1996 по 2002 годы мэр столицы Чувашии. Родился в Чебоксарах в 1946 году. Но они рано остались со сестрой, с Ниной, рано остались без родителей. И его воспитывала тетя, которой он бесконечно был благодарен. И, конечно, вот то, что он вырос на Чапаевском поселке, а это поселок таких заводных, озорных ребят. И, наверное, вот то, что было заложено в детстве, вот его вот эта вот самостоятельность, это ответственность за судьбу своей семьи, за сестру, за всех родственников, вот наложила отпечаток на всей жизни Анатолия Александровича. Анатолий Игумнов учился в школе номер 7. Когда ее построили, ему было 9 лет. Спустя 4 десятилетия, став мэром города, он не забудет о родной школе, построит для нее новый корпус. Анатолий Игумнов окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. Был командиром эскадрильи, командовал авиачастью спецназначения, обучал военных летчиков в Польше, руководил Центром автоматизированной системы управления воздушным движением Украины. В запас ушел в звании полковника. В 1994 году вернулся в родной город, чтобы служить ему. Он мог быть простым военным пенсионером, жить спокойно. Но это не в его характере. И настоящий полковник, настоящий офицер совершил большой вираж в своей жизни и показал фигуру высшего пилотажа, встал у руля столицы нашей республики. Шел 1995 год. В городе, как и во всей стране, разваливалась экономика. Многие люди бедствовали, едва сводили концы с концами. И всем хотелось лучшей жизни. Мэр поставил перед собой фантастическую цель – сделать Чебоксары одним из самых благоустроенных и красивых городов России. Власть должна работать на город, на жителей города. Мы поднимались рано, и в 6 часов уже начало полуношницы, утренних молитв. И бывает, что встаешь, смотришь в окно, смотришь на территорию и смотришь, проезжает мимо монастыря Волга. По-моему, 0,95 такая сероватая Волга. Уже 6 часов утра. И думаешь, ага, Игумнов поехал смотреть свое хозяйство. Он ведь объезжал весь город сам, курировал каждый проект. Ничего ему не стоило поднять нас всех в 5 часов утра, вывести на планерку, где есть проблемные вопросы, где они решались, а люди жаловались, и он всегда относился с большим уважением к просьбам жителей города Чебоксары, и за это его всегда уважали. Всегда и говорили, что наш мэр – настоящий полковник. К своим подчиненным Анатолий Игумнов был предельно строг и требователен. Армейская дисциплина и твердость мэра нравились, конечно, не всем. Но город с каждым днем становился чище. Правда, самому Игумнову это давалось нелегко. Отдушину он нашел в Свято-Троицком монастыре, подружившись с наместником. Бывало, поздно вечером звонит ко мне Анатолий Александрович. Отец Саватий, можно я к вам приеду чай попить? И вот мы
приезжает ко мне, мы с ним сидим, просто пьем чай, разговариваем. В основном разговаривает он, я слушаю его, вот он мне рассказывает о том, что в городе, и он, все время у него разговоры только были о городе. О городе, ну и о своей семье немножко, больше ни о чем. Только город, 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 город. Так он любил город Чебоксары. В 1996 году Анатолий Игумнов стал первым в истории Чебоксар всенародно избранным мэром. Но до этого ему и его команде выпало совершить настоящее чудо. На месте болота и пустыря возникла гордость города, залив с фонтанами и дорога к храму. 96-й год это было очень интересное время, очень интересное. И дорога к храму строилась с таким, знаете, с такой скоростью, и вместе с этим злые языки все время придумывали какие-то легенды. Я думаю, что это оппозиция, конечно же, была. Легенда о том, что якобы строят дорогу за детские деньги, за пенсии и так далее. Но мы-то все знали, что это не так. Мы все прекрасно понимали. Вот, сколько было ропота, недовольства, а потом, после того, как возникла эта дорога, после того, как забили фонтаны, это же ни один человек уже не помнит того злословия, которое происходило и летело вслед Игумнову, и вслед вообще городских служб. Что из этого получилось, видно. Деньги не ушли в песок, деньги не ушли в воду, они сегодня видны вот здесь, вот на той прекрасной части западного косогора. Он не забывал о том, что пройдет сложный период, и, конечно, город должен развиваться. И вот эти все проекты, связанные с развитием города, и со строительством и детских дошкольных учреждений, со строительством больниц, поликлиник, ремонтом, ветхий фонд. Вот эти все программы, они в городе Чебоксары уже начинались при нем, потому что он абсолютно четко предвидел, что будущее города Чебоксары в наших руках, и нужно служить городу. Огромное городское хозяйство подчинилось Игумнову. Чебоксары стали чистым, уютным и красивым городом. Победили в конкурсе «Самый благоустроенный город России». На свое детище мэр посмотрел с высоты полета, поднявшись над городом в составе группы русских витязей, прилетевших в Чувашию, чтобы поздравить ее с 450-летием вхождения в состав России. Город ликовал, потому что мэр города Чебоксары находится там вторым пилотом на первом самолете. Это, конечно, было вот настолько грандиозное событие. Мы все радовались, и он свысока махал нам вот этими крылами самолета и говорил, как он любит свой родной город. И он действительно не стремился к какому-то карьерному росту, к каким-то таким политическим высотам руководящим. Для него было дело. Он, конечно, жил городом Чебоксары и всю жизнь, здоровье, все свои помыслы положил на украшение города. Планку, которую Анатолий Игумнов поставил перед собой, Чебоксары держат уверенно. А в народном лексиконе прочно утвердилась фраза «Игумнова на вас нет». Ее непременно произносят, когда видят какой-либо непорядок в городе. Народный мэр останется в памяти чебоксарцев как образец настоящего хозяина и истинного патриота своей малой родины, который никогда не будет забыт. Взмахнула душа крылами. Настала пора летать. Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Дорога уходит в небо, и труден наш путь во мгле. Кто прав, тот уходит первый, оставив свой след на земле. Настоящие летчики всегда улетают в небеса. Он улетел, но он с нами. Это вступление в должность мэра города, я его, значит, благословляю иконой. Я верю, что он не умер, что мы с ним увидимся. Я знаю, и Господь сподобит нам еще увидеться. Пусть не здесь, на земле,